80-летний дедушка Бободжон пришел на местный рынок в поисках семян. Он всю свою жизнь работал крестьянином, возделывал землю. Сегодня на таджикских полях все более прочные позиции занимают импортные семена. Дедушке Бободжону обидно, что на его родной земле свои ростки дают не местные сорта семян. Я полвека работаю на земле. Семена мы сами производили. Технология простая. Бросаешь луковицу в воду, семена плохого качества всплывают на поверхность, хорошего остаются на дне. Мы брали хороший урожай. Сейчас уже не найти наших семян. Нужно покупать только у проверенных людей. Сейчас очень сложно возделывать огород. В советские времена отечественное семеноводство развивалось. В республике работали 114 семеноводческих хозяйств, где ученые с помощью селекции и скрещивания выводили новые сорта. Такие лаборатории работали в Сагдийской, Хатлонской, Горно-Бадахшанской областях. Семена выводили с учетом местных условий. Сегодня из 114 хозяйств остались 22. Цепь между наукой и между производителем семян нашей республики, к сожалению, не так крепка. Сейчас очень актуально, если в нашей республике, я думаю, прежде всего это должно заинтересовать Министерство сельского хозяйства нашей республики, научно-исследовательских институтов, и чтобы они занимались именно сохранением местных сортов, которые долгое время они были в руках наших фермеров. На рынке отечественные семена конкурируют с импортными и зачастую проигрывают эту конкуренцию. Чем меньше остается местных семеноводческих хозяйств, тем прочнее пускают свои корни на таджикской земле и головах местных дехкан семена из Европы, Турции и Китая. Компания Аршисомон работает в Сагдийской области, поставляет импортные семена с 2016 года. Вся продукция компании подтверждена сертификатами. Мы работаем с такими компаниями, как Голсан, ФМС. Эти семеноводческие компании являются самыми востребованными за рубежом. Их продукция отвечает всем жестким мировым требованиям. Импортные семена перед тем, как попасть в лунку, должны пройти исследование и получить разрешение от 3 республиканских министерств и ведомств, от карантинной службы, от Министерства сельского хозяйства и госстандарта. Но ни одна из этих проверок не может определить, получены ли семена с помощью селекции или генной модификации, потому что нет специализированных лабораторий. Справка. Селекционные семена получают с помощью скрещивания и отбора. На выведение нового сорта уходит до 10 лет. Генномодифицированные семена получают с помощью генной инженерии. Ученые меняют ДНК растения. В соседнем Кыргызстане, так же как и в Таджикистане, нет лабораторий, способных определить, подвергались ли семена генной модификации или нет. Контролирующие органы могут только проверять сертификаты. Они вынуждены доверять тому, что написано в бумагах. Мы, как официальный орган по испытанию и регистрации с поставщиков семян требуем сертификат соответствия, что этот сорт, определенный сорт или гибрид не содержит ГМО. Я думаю, зарубежные фирмы не будут портить свою репутацию, но мы доверяем, так как у нас в Кыргызстане нет лаборатории для определения ГМО. Абдухафиз Аминов выращивает томаты. В прошлом году он закупил и посеял импортные семена. Полученные результаты превзошли все ожидания. На 6 сотках я посеял семена томата А9. Мы давно боремся с вредителем Аташбарк, который каждый год пожирает наш урожай. Но этот вид томата оказался стойким. Абдухафиз уверен, что это обычные семена, полученные традиционным селекционным путем. Они прошли госконтроль и получили одобрение чиновников. Но вот только урожай, полученный фермером, заставляет задуматься. Он собрал 500 килограммов сотки, это в 3 раза больше обычного. Также новый сорт томата больше времени сохраняет товарный вид. Обычно такие результаты достигаются с помощью генной инженерии. Справка. Местные семена с 1 гектара дают 17 тонн урожая, а импортные 50 тонн. Урожайность с 1 гектара, засеянного местными семенами, 50 центнеров, а с гектара, засеянного импортными, 110. Ахлидин – земледелец из Гисара, учитель по профессии. Более 20 лет занимается выращиванием овощей и винограда. В этом году Ахлидин закупил отечественные семена картофеля из Сагдийской области.
У нас есть сад и также земли, на которых мы сажаем картошку. В наших краях также используют импортные семена. Самые востребованные семена кукурузы 2 раза снимают урожай. Я не использую импортные семена, потому что вкусовые качества продукции плохие. Да, рыночный вид есть, но вкуса нет. Я считаю, что хороший урожай могут дать и наши семена. Нужно вовремя соблюдать и полив, и подачу химикатов. Наши семена доступны и по цене. Вот уже несколько лет в мире спорят о вреде ГМО-продуктов. В Америке, в Европе, в России, в Казахстане официально выращивают сельхозпродукцию из трансгенных семян. Но в то же время некоторые торговые сети, кафе и рестораны отказываются от ГМО-продуктов. У производителей и продавцов должен быть свой выбор. Они должны знать, что за товар покупают. Но фермеры Таджикистана, Кыргызстана не всегда это знают. Не случайно дедушка Бободжон не может найти на рынке местные семена. Чем меньше остается семеноводческих хозяйств, тем больше импортной продукции. Тем чаще фермеры покупают кота в мешке. Запретить импортные семена нельзя. От этого зависит благосостояние граждан и всей республики. Единственный выход – поддержать местных селекционеров, чтобы они могли выдержать конкурентную борьбу. А это реально. Ведь дедушка Бободжон все еще на стороне местных селекционеров.